Вот смотрите, моя сестра какая трудолюбивая. Вот каждый день что-то готовит, каждый день что-то готовит. Сейчас родственники увидят и набегут сразу в гости. Имейте в виду, когда съедим, тогда выставляю я это. А то они сейчас, там, значит, кушать готовят вкусные вещи и прибегут там под разными предлогами. Нет. Если вы видите это видео в интернете, это значит, мы это уже съели. А то прямо галямят, они сейчас скажут, кстати, они увидят, кстати, не навестить ли Наилю Валиуловну? Давненько мы не видели Халленблерга, как будто Халленблерга, а у самих мыслях давно мы таких вкусных вещей не кушали. Они в основном все сами делают это. Свое невкусное бывает. У кого-то вкуснее бывает. У всех вкусное сейчас. Соседская курица, индейкой, кажется, ты, поговорка такая. Куршинен, татарская поговорка, это куршинен тауга не курка был курнади. И кшинен хатный. Да, тоже, да. Еще говорят насчет мужей, тот муж хорош, который на мужа соседки похож. Так что вот видите, кушать, делать, готовить. Она вот с утра уже столько, как, не знаю, еще не изобрели такой, как это, прибор для кухни, который бы столько дел одновременно с утра делал. Ага, скалку взяла. У нее муж верный, поэтому у нее скалка употребляется чисто. Вот, он муж положительный, верный, трудолюбивый, смирный, хороший из них. Поэтому эта скалка во все времена употреблялась чисто вот в этих целях. В некоторых случаях скалка бывает загулявшего мужа, жена поджидает поздно вечером со скалкой. И на скалке там, значит, отметины от его головы остаются. Это, говорит, он тогда-то загулял, это тогда-то загулял. А здесь только вот единственное тесто, следы теста и все. Вот смотрите. Вот начинайте слюнки пускать. Учитесь, учитесь. Кстати, молодые хозяйки, кто хочет, да. Молодые хозяйки, учитесь. Они сейчас все по интернету берут, все умеют. Да, просмотров много набирает. Мне как-то порекомендовали. Они сейчас молодцы, молодежь. Порекомендовали. Все умеет делать. Я говорю, я просто это... Я приветствую молодежь. Они молодцы. Так, молодежь, вот с вами говорит коммунистка, кстати, преданная коммунистка, она всю жизнь не изменяла идеалам своим. Вот, это говорит другие коммунисты. Да, принципам своим. Они говорят, другие говорят, в Единую Россию перебежали. Вот, справедливую Россию. А она никуда не перебегала. Так что вот, видите, коммунисты это старая гвардия, которая не подведет вас. Видите, они всегда вас научат кушанье вкусные готовить. Мне сказали, говорят, открой кулинарный канал, там как готовить, кушать, у тебя будут сотни тысяч просмотров. Нет, говорю, нет, я хочу любимым делом заниматься. У меня двоюродный племянник там, повар замечательный. Как раз это они, Тагир Абыйбыз мархум ушел из жизни, нас позвали. Его мама, значит, торгует рыбой, там красной рыбой, из красной рыбы всякие изделия, там чего только не было, всякие из красной рыбы. Потом скушанье потом. И он, значит, вот стол у него, и на столе он чудодействует, там каких только блюд он не наделал. И вот это раза 2, он 3 домой приглашал. Мужчины, говорят, тоже хорошие повара бывают. А узбеки в основном все мужчины повара. Слышали, девочки, которые покушать любят? Выходите за узбеков, они хорошо готовят. Водка не пьют, намаз читают. Они не пьянствуют. Плов готовят. Манты делают. Манты сделают вам. Лагман сделают. Тесто только так раскатывают. Да, видите как. А если вы будете изменять, он вас самих раскатает. Ага.
раскатает, если будете изменять. Вот единственное, вот это вас может напугать. А в основном, когда мужчина готовит, женщина отдыхает. Осы міне Қазақстанда қарайды да, жұрт қандай міне осы ноғай әйел жақсы ғой. Вот скажет, посмотрит в Казахстане, скажет, как эта татарская дама вкусно все готовит. Скажите адрес, мы придем покушать. Вот вы говорите, что у вас гостеприимные татары. Мы хотим проверить, настолько ли гостеприимны ваши татары, как казахи. Вот. Пожалуйста, ворота открыты. А, ворота открыты, вам сказали. Пожалуйста. О, так что видите. Ну все, я показал основные виды, если что. Продолжение покажем в следующем сюжете, если что. У нас родственница, наверное, по морям ходила. Наверное, какой-то морской чин у нее. Кто она, интересно? Она, видите, у нее тельняшка у нее такая. А, кок она была, кок. Да, у нас зять, племянница, муж в Одессе ходил помощником кока. Да. И что-то он там привез чай китайский. И там вот как-нибудь, если люди заинтересуются, покажу коробку. Все на китайском написано, ничего, ни на английском, ни на каком языке. А качество прям замечательный вкус. Я говорю, вот китайцы для себя хорошие вещи делают. А вы, Найля Валиуловна, для всех остальных тоже как для себя делаете? Или для себя отдельно там с пометкой там? Для всех одинаково. А, вот видите, она разницы не видит, что гости, что сама. Правда, говорят, они хулиганили, когда-то пельмени делали, что-то клали в пельмени. Говорят, монету, представляете, Соль монету. вложили. Что клали? Соль. Соль. Ага, в соль Илецке, это вот традиция, как соль. Называть Тесто ложили. в тесто ложили. Это назвать насолить гостю. Нет. Нет? Это просто новогодний этот сюрприз. А, новогодний сюрприз. Видите, соль. Нет, чтобы там, значит, положить 100 рублей, советских рублей. А копейки тоже ложили. Копейки ложили. Так, будем снимать сейчас вторую часть.